Площадь ярового сева в этом году мы обозначили 4,9 миллионов с ростом на 4% за счет брошенных земель в обработку. Вот на сегодня мы посеяли чуть более 4 миллионов, 86%. Вот структура зернобовые 4,4 миллиона гектаров, в том числе 3,8 миллионов это монокультура пшеницы. Вот, приоритетные культуры мы увеличили в этом году диверсификацию. По вашему поручению, в прошлом году, которую продавали в ноябре месяце в городе Кокшетау, увеличили посевы кормовых и масляничных культур на 20 тысяч тенге. В этом году, благодаря субсидиям государства, порядок поменялся, поэтому посев элитных семян выросло на 43%. То есть в этом году мы будем сеять 425 тысяч гектаров. Работаем по ноутил технологии. Современная ноутил технология уже пропагандируем сами, ее 12 лет используем. Эта технология позволила нам в остро засушливом 2019 году по Целиноградскому региону получить 13 центнеров урожайности, выше 50%, чем в среднем по району. В дальнейшем эту пшеницу экспортируем в ближнее и дальнее зарубежье, Россия и Италия. Вот у меня вопрос, это сельхознаука. Вообще, как она используется у нас? Енді біздің агронаука кішкене кезінде тоқтап қалды. Енді қазір ана біздің институттар жақсы жұмыс жүргізіп жатыр. Шетелдік университеттермен қазір бірігіп, ана сіздің тапсырмаңыз бойынша исследовательский институт құрып жатырмыз қазір, екеуінің базасында. Ғылым бір бөлек, өндіріс бір бөлек болса, ешқандай жақсы нәтиже болмайды бәрінде. Предприятие наше также занимается животноводством по поручению Минсельхоза и Акимата области. 12 лет назад начали заниматься животноводством. Начали с 40 голов КРС, 40 голов лошадей. На сегодняшний день 1200 голов мясного КРС, 780 голов лошадей. Ежегодно в торговую сеть столицы сдаем более 100 тонн мяса. Вот. Считаем, что сегодня все программы, которые есть Минсельхоза и Акимата, они дают возможность нам полноценно работать. Никаких проблем и ограничений не видим. Тот, кто хочет, тот добился уже всего. Я начал с 80 гектаров земли, на сегодняшний день увеличил зерновой клин 700 раз, капитализацию предприятия в 400 раз, с 40 тысяч долларов начал, сегодня по независимым оценкам стоимость предприятия 16 миллионов. Вот. Я считаю, что все это невозможно было бы без хороших программ Минсельхоза и хорошего инвестиционного климата со стороны Акимата района и области. Я тоже считаю, что правительство, министерство оказывает огромную помощь. Огромную помощь. В сравнении с другими государствами, не будем их называть, у нас очень серьезная поддержка со стороны государства, товаропроизводителям. Так точно. В области сельского хозяйства. Только надо очень все это грамотно использовать, не проедать, а работать надо. Так что одобряю, молодец. Вчера на форуме ООН вы говорили о продовольственной безопасности, глобальной продовольственной безопасности, говорили о новых технологиях в аграрном секторе. Вот как раз эти ребята, которые занимаются, они свою науку, у них своя наука, они работают очень серьезно с зарубежной селекцией, привозят семена вот с Канады, работают с Россией, работают очень тесно. Вот компания Яндала. Да, я вчера говорил на форуме в контексте потребностей и нужд развивающихся государств. Но то, что делается здесь, у нас в Казахстане, это имеет самое непосредственное отношение к этой задаче. Это все, наша продукция, она идет вся на экспорт. Итальянская пшеница твердых сортов, Россия, Италия, она содержит ген дикой пшеницы, поэтому выглядит вот немножко так. У нас внутри калиброванная, красивая она. А здесь она несколько такая какая-то корявая, но она содержит ген дикой пшеницы, за это и позволяет выживать в наших условиях. Итальянская паста делается из этой пшеницы. Клейковина, технология. Клейковина. Не все самое красивое, хорошее. Да. Клейковина, протеин 17 до 22%, что фантастика само по себе идет. Высокое стекло. Значит, лен идет на экспорт, у нас весь Китай ушел, ячмень, Иран. По твердой пшенице, мы в свое время площади уменьшили, а потеряли площади. Но сейчас из года в год увеличивается. Это же наша спрос, специфика же, да, наша традиционная. Да. И спрос культура. со стороны других государств увеличивается. Казахстан всегда славился. С институтом работаем, Сергей Михайлович, то, что вы говорите, с наукой, институт зернового хозяйства. Вот 3 сорта с института Астана, Шатанинка, Ахмала, это наши основные, скажем так, это процентов 55 наших площадей засеиваем совместно с институтом агропатента.